Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Алданском районе произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел накануне на трассе Алдан-Табмот в районе Куранаха. Как сообщили очевидцы происшествия, произошло лобовое столкновение автомобилей. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. С места аварии он был оперативно доставлен в Алданскую центральную районную больницу. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Якутии, в аварии пострадали 3 человека. Один из них скончался на месте. Второй был оперативно доставлен в Нижнекуранахскую ЦРБ, где впоследствии скончался. В Мирном семейная ссора закончилась поножовщиной. Казалось бы, обычная история. Поссорившись с женой, мужчина ушел пить с друзьями. Вернувшись, он не смог попасть домой, так как жена решила его не впускать. Начал буянить, стучать в двери и материться. Женщина взяла кухонный нож, открыла дверь и ударила мужа в область живота. Его увезли в больницу. Состояние оценивается как среднестабильное. А на жену возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит 10 лет. Сотрудник Якутслесресурса погиб, не доехав до места тушения пожара. Это произошло в Нюрбинском районе Якутии, когда сотрудники лесоохраны ехали на помощь в борьбе с огнем. У реки Вилюй, недалеко от села Кюндядя, загорелся двигатель УАЗика. Пассажиры покинули салон, однако один не успел. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На момент трагедии лесной пожар уже был локализован. Погибшему сотруднику было 44 года. В Якутске прошли рейды по барам города. Администрация столицы нанесла визиты по питейным заведениям. Дело в том, что с изменением в федеральном законодательстве, которые вступили в силу в этом году, привели к тому, что в Якутске массово открываются все новые и новые алкоточки. На рейде побывал и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Кто здесь осуществляет предпринимательскую деятельность? Уголка потребителя нету здесь? Ясно. Ну, уважаемая комиссия, хочу сказать, что в настоящее время в данном заведении не имеется даже простого уголка потребителя. Первый пункт – бар-магазин по проспекту Ленина. Нарушение с порога. Продавщица с ревизорами общаться отказалась. В данном же случае у нас есть вопросы, в частности, подключения данных субъектов к единой государственной системе ЕГАИС. Необходимо это, я считаю, перепроверить. Помимо этого, также по требованию комиссии не были предоставлены необходимые сопроводительные документы на алкогольную продукцию. Следующая точка – кафе-бар в многоквартирном доме по адресу Дзержинского, 7. И опять нарушение. Ну, сразу видно на лицо, что имеется нарушение в части того, что у нас имеется один вход вообще в это заведение. Данная организация является общепитом, осуществляет продажу пивных напитков, также имеются холодные закуски. В соответствии с действующим законодательством, требованиям санитарных норм, входная группа не должна быть одна, то есть как минимум должны 2, потому что как для посетителей и также для самих работников. Предпринимателей не пугает близость к детскому саду и спортивной школе. Закрыть алкоточку сложно. Расположение на первом этаже многоквартирного дома в рамках закона. Изменения в нормативных актах, отмечают члены комиссии, привели к буму. Питейные заведения открываются сплошь и рядом. С января 2018 года в 171 федеральный закон вступили изменения в части того, что в пунктах общественного питания, которые располагаются в жилых домах, вновь эти объекты вновь могут реализовывать алкогольную продукцию. Лазейкой пользуются предприимчивые граждане. Жители Якутска это заметили. Жалоб в надзорные органы стало в разы больше. Практически ежедневно материалы проверки, заявления по факту нарушения тишины и покоя в ночное время. Ну, естественно, собирается в данных заведениях такой контингент, скажем, не очень хороший, да, после которых совершаются административные правонарушения либо преступления. Административная комиссия проверила 6 объектов, где свободно торгуют алкоголем. Все факты нарушений направят соответствующие органы для принятия мер. Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Якутск. В Швеции украдены королевские регалии. 2 мужчин похитили королевские короны 17 века. Шведская полиция оцепила собор в городе Стрэнгнес, расположенном примерно в 90 километрах к западу от Стокгольма. Во вторник 2 злоумышленников похитили из него корону и державу короля Карла IX и корону его жены, королевы Кристины. По словам очевидцев, воры украли драгоценности 17 века из стеклянного ящика в запертой комнате, оборудованной сигнализацией, а затем скрылись на моторной лодке, которая ждала их на берегу озера Меларен. Поиски злоумышленников и попытки установить их личности пока ни к чему не привели.
Все украденные регалии сделаны из золота, а корона Карла IX также украшена бриллиантами, жемчугом и серебром. По словам представителей полиции, эти вещи уникальны, поэтому их точную стоимость оценить невозможно. Карл IX и его жена Кристина управляли Швецией с 1604 по 1611 годы. На этом пока все. Берегите себя.